И рассказать о коррупционных делах мы пригласили в студию генерального прокурора Аиду Солянову. Добрый вечер, Аида Джигшбековна. С прошедшими праздниками вас, работников прокуратуры. И вот нашумевшее это дело Гильдибекова, и многие до этого даже обвиняли Генпрокуратуру, что она неактивная, не совсем много дел возбуждается против коррупционеров. И вот сейчас в последнее время начались такие дела. Но многие говорят, что это политическое дело. В то же время, по опубликованным данным, как бы сказать, Гильдибекова там очень много обвинений. Насколько это свободно от политики, такое вот возбуждение, именно вот в это время? Абсолютно ответственно заявляю, что никакой политики здесь нет. Следствие добыло доказательства о том, что Гильдибеков практически ни на какой бы должности не находился, его работа была связана со злоупотреблениями, начиная с соцфонда, это значит то уголовное дело, которое возбуждено в отношении него, значит, когда он работал председателем соцфонда в 2004-2005 годах. Далее уголовное дело, которое возбуждено в бытность его председателем налоговой службы, это уже 2009 год. Дальше он становится в 2010 году председателем Төрага Джогорку Кенеша, это уже 2010-2011 год. Поэтому никакой политической подоплеки я здесь не вижу. Значит, по налоговой службе, функции налоговой службы, те функции, которыми они раньше до этого занимались, он передает частной структуре, хотя никаких полномочий об этом ни в каком законе не было предусмотрено. Частной структуре по его усмотрению, его личной инициативе определяется, значит, человек, который должен будет этим заниматься. В результате такой деятельности за буквально 2 месяца недопоступления, согласно акту счетной палаты, недопоступления, потери бюджета составили более 2 миллионов сомов. Что касается уголовного дела, которое касается социального фонда, то в 2004 году работал закон, согласно которому застрахованным лицам надо было предоставлять сведения по их обращению. По инициативе Гильдибекова, его приближенных, в 2005 году, значит, принимается закон, согласно которому теперь уже застрахованным лицам, независимо от их обращения, всем должны предоставляться такие сведения. Причем эти сведения должны были предоставляться за счет соцфонда. Закон принимается в 2005 году, но сведения предоставляются за 2003, за 2004 год. Хотя этого не нужно было делать, во-первых. Во-вторых, те сведения, которые предоставлялись в последующие годы, оно и так бы содержало сведения по нарастающей, начиная с 1996 года. То есть распечатывать эти выписки за 2003 год и 2004 год и тратить на это деньги в размере 24 миллионов 300 сомов абсолютно никакой нужды не было. При этом, значит, мотивировка была такая, что оборудование стоит очень дорого, это 200 тысяч евро, а вот этот первый транш, который был в 13 миллионов сомов, он стоил больше, чем стоило это оборудование. Поэтому никакой политической подоплеки здесь нет. Конечно, люди спрашивают, почему вот это дело такой давности 2004 года, оно сейчас, значит, возбуждается это дело, сейчас оно значит, расследуется, всплыло, да, как говорят. Я хочу сказать, что, значит, в 2010 году, 7 апреля, это дело было утеряно, точнее сказать, выкрадено. И по этому факту было возбуждено дело, по факту кражи. Значит, в деле, как все знают, находятся все оригиналы документов, поэтому для следствия предстояла очень большую сложность восстановить. И вот в течение вот этого последнего времени мы восстанавливали эти дела. И сегодня мы можем говорить, что теперь уже для следствия эти оригиналы никакого значения не имеют. Третье дело, оно касается спецпредставительства, в бытности его уже Төрага Джогорку Кенеша. Здесь надо сказать, что значит, действительно на рассмотрение парламента выносился один вопрос о расширении штата представительства парламента в межпарламентской ассамблее. И у нас есть стенограмма, где говорится о расширении на 2-3 штата. Причем даже не ставится вопрос, из каких средств это должно финансироваться. Потому что по закону они должны были работать на общественных началах.
вот эти люди, да, представители, они должны были работать на общественных началах. И потом уже, после того, когда парламент рассмотрел это дело, появляется постановление, подписанное Төрага, в то время Келдибековым, о новой совсем структуре, она называется секретариат, значит, специального представительства. И эта структура предусматривала уже штат из 8 единиц. Согласно, значит, этому решению, оклады приравнивались к окладам работников посольства Кыргызстана в Российской Федерации. Да. И, конечно, были допущены многочисленные нарушения. На то время, значит, было уже письмо МИДа, то есть позиция МИДа о том, что это неправильно. Поскольку структура будет существовать на территории Российской Федерации, конкретно в Москве, то нужна аккредитация. Эти процедуры не были выдержаны. Более того, не было заключения Министерства финансов о том, что можно производить такое финансирование. И многочисленные также нарушения были в плане нарушения процедур парламента. Этот проект не рассматривался в аппарате, в отделе аппарата Джооркнеша, не рассматривался также в комитетах. То есть мы также сейчас даем, значит, общественности такую информацию, чтобы, ну, общественность сама убедилась в том, что никакой политики в этих уголовных делах нет. Правильно ли я понял, что когда они вот этот вопрос обсуждали, обсуждалось одно, а подписано было совсем другое? Совершенно правильно. Более того, когда парламент обсуждал этот вопрос, они, значит, давали полномочия Төрага внести теперь уже как положено в парламент, для того, чтобы парламент уже потом рассматривал этот вопрос. То есть даже он не окончательно даже голосовал, а делегировал полномочия Төрага для того, чтобы он потом уже, соблюдая все положенные процедуры, внес на рассмотрение парламента вопрос о расширении представительства. И даже не о секретариате. И вот по этому представительству Азимбек Бекназаров, который выступает как адвокат Келдибекова, говорит, что не только Келдибеков это решение принимал, а и если это такое дело возбуждать, то надо приглашать и президента, и экс-президента, и многих других политических деятелей. Что на это можно сказать? Да, дело в том, что, как я уже сказала, обсуждение этого вопроса проходило в закрытом режиме. В закрытом режиме, не было прессы. Ну, это, значит, совсем другой формат обсуждения вопроса и, значит, обсуждение вот именно спецпредставительства, вернее, даже не спецпредставительства, а расширение штата представительства в МПА. Вот этот вопрос проходил в закрытом режиме. Позже, если этот вопрос рассматривался в декабре, то в январе, значит, принимается, январь, по-моему, 2011 года, принимается закон уже о бюджете, там предусматриваются эти средства, но надо будет сказать о том, что согласно Конституции президент, подписывая закон о бюджете, не имеет права на внесение каких-то возражений. И более того, никто, мне кажется, в то время и не мог догадаться о том, как проходил вопрос в парламенте, как он обсуждался. И только потом следствие, значит, выяснило, что выносился один вопрос, значит, потом уже готовое решение было абсолютно по другому вопросу. И вот много в обществе говорят и пишут о том, что почему-то наказываются и привлекаются к ответственности по коррупции люди именно из оппозиции. И как бы это избирательно происходит. Какие еще планы? Вот достаточно ли сейчас действия прокуратуры достаточно для борьбы с коррупцией? Или будут еще какие-то задержания или предъявления обвинений другим лицам, не только от Атажюрта или оппозиционных других партий? Ну, я, конечно, не согласна с этим утверждением, потому что сегодня не только привлекаются к уголовной ответственности люди не из оппозиции, но даже и отбывают уже наказание в местах лишения свободы. Есть такие люди. На сегодняшний день к уголовной ответственности привлекаются акимы, привлекаются мэры, привлекаются их заместители губернаторов, ставленники именно не оппозиции. Да, из тех партий, которые не входят в оппозицию.
Есть, конечно, уголовные дела, которые в силу, опять-таки, закона мы не можем проводить расследование по этим делам. Я приведу, к примеру, один пример. Он касается депутата от СДПК Мамата Урузбаева. В отношении него тоже, значит, были уголовные дела, и уголовные дела, где он проходил фигурантом. Но в силу давности, поскольку это, значит, было начало 2000 года, значит, в деле те нарушения, которые он совершил, они вот относятся именно к началу, конец, по-моему, 90-х, начало 2000-х годов, вот примерно такое время. И в силу того, что сроки давности истекли, мы не смогли его привлечь к уголовной ответственности. Но, тем не менее, дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, то есть за истечением сроков давности. Ну, может быть, получается, что дела против оппозиционных деятелей резонансные, крупные, а против других не совсем такого ранга дела? Или нет разницы для прокуратуры? Для прокуратуры абсолютно никакой разницы нет. Абсолютно никакой разницы нет. И сегодня на рассмотрении Генеральной прокуратуры также находится несколько материалов, где по ним тоже надо давать оценку. И эти уголовные дела касаются как, значит, представителей правящей коалиции, так и оппозиции. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, рассказали о ситуации. Спасибо вам большое. С нами была генеральный прокурор Аида Салянова.